Цадык, да будет доволен им Аллах, сказал: когда мы прятались в пещере, я увидел над нашими головами ступни многобожников, готовых при нахождении нас пленить или лишить жизни. В страхе я обратился к пророку: «О посланник Аллаха, если кто-либо из них посмотрит себе под ноги, он непременно увидит нас». На что он, соблюдая спокойствие, произнес: «Что ты думаешь, о Абу Бакр, о тех двоих, третьим для которых является сам Аллах?» По поводу спокойствия буквально несколько слов. Вот эта история, которая приведена, вот эта притча, не притча, это история и жизнь нашего пророка, алейхиссалату вассалям. Этот эпизод, когда пророк вместе с Абу Бакром выступает в путь и переселяется из Мекки в Медину. На тот момент большая часть уже отключает, видимо. На тот момент большая часть соподвижников, они уже переселились на тот момент в Ясриб, переселились в лучезарную Медину. И осталось небольшое число людей, остался пророк, остался Абу Бакр. И пророк дожидался веления, когда Всевышний ему укажет и велит, уже все, наступило время, нужно переселяться. Даже в какой-то момент Абу Бакр пришел и попросил разрешения, пророк алейхиссалам, аля ризки, подожди. И потом вот это ожидание и подготовка к этому переселению, они затянулись аж на 4 месяца. Но эти 4 месяца посланник Всевышнего Абу Бакр, они выстраивали все необходимые причины с тем, чтобы вот осуществить это переселение. Не просто ожидали, когда же, а необходимые все причины соблюдали с тем, чтобы, уже получив приказ, переселиться. Много, на самом деле, вот, можно об этом говорить, об этом моменте переселения пророка Абу Бакра, но просто хотел бы призвать вас призадуматься. Когда посланник Всевышнего покидает Мекку, во-первых, в эту ночь собираются представители всех племен, молодые люди всех племен, в готовности одним ударом покончить с пророком и нанести ему удар копьем, и чтобы вот распространение света Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля прекратилось. Когда люди, мекканцы, узнали о том, что пророк Абу Бакр выступили в путь, объявляют то, что за кровь каждого из них по 100 верблюдов. В некоторых риваятах даже говорится то, что за пророка алейхиссалам обещали 200 верблюдов, за Абу Бакра обещали 100 верблюдов. То есть для того периода это колоссальное богатство. 100 верблюдов. Я не знаю, это там, несколько миллионов долларов, наверное, на сегодняшний день. Особенно для того периода нужды, нищеты. 100 верблюдов за каждого. И посланник Всевышнего с Абу Бакром выступает в путь, укрываются в пещере. И вот тот момент, когда мушрики уже подошли, язычники подошли и были совсем рядом, настолько, что пророк алейхиссалам Абу Бакр слышал топот этих людей, передвижение этих людей, Абу Бакр начал переживать. Переживать не за себя, а переживать за того любимого ему человека, который был рядом с ним, за пророка. Но уникально и удивительно, что в этом состоянии посланник Всевышнего алейхиссалам говорит: «Ля тахзан, не печалься, не беспокойся». Что ты можешь подумать о тех двух, третьим из которых является Всевышний? То есть вот это вот спокойствие, которого многим из нас не хватает. Именно то спокойствие, которое внушает что? Вера! Непоколебимая вера! Непоколебимая вера. Когда все вроде бы оборачивается против тебя, но когда в твоем сердце есть вера и осознание и понимание того, что ты все зависящее от себя сделал, да ты понимаешь, то, что Всевышний, Он с тобою, и не нужно ни о чем беспокоиться. Спокойствие, сакина, спокойствие. И этот пример опять подтверждение того, сколь вера, она значима и ценна для каждого из нас. Насколько она значима и ценна для каждого из нас. Иншаллах, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в этот благодатный, благословенный месяц Рамадан пробудил в наших сердцах, пробудил в наших душах, пробудил в наших сознаниях подлинную веру в Него, которая помогала бы нам достойно, правильно
правильно пройти по этой жизни со спокойствием на душе и достигнуть и удовольствия, и достигнуть райской обители.